давние-предавние времена жил на свете один юноша. Был он сиротой, поэтому всегда ходил в лохмотьях и хотел есть. И было у него, как в пословице, два дома. Один чужой, другой соседский. А это значит, что не было у него крыши над головой, и частенько он просился ночевать к разным людям. Вот однажды решил юноша, что стал достаточно взрослый, и ушел из родной деревни искать себе работу. День шел, ночь шел, дошел он до одного крестьянина, который сеял зерно. Поприветствовал его юноша. «Пусть работа у тебя спорится, и урожай будет богатым, дяденька!» «Пусть так и будет», — отвечает крестьянин. «А ты куда идешь и откуда? По каким делам?» «Ищу работу, хочу научиться уму-разуму». Услышал крестьянин эти слова и говорит: «Ладно, пусть тот, кто работает, делает свою работу, а тот, кто идет, продолжает свой путь. Но хочу я задать тебе 3 вопроса. Будешь искать ответ, дорогу свою быстрее одолеешь. А если додумаешься, как отвечать, приди и скажи мне». «Хорошо, дяденька», — согласился юноша. Взял крестьянин свое лукошко и стал сеять зерно. Зачерпнул одну горсть, кинул в пашню и говорит: «Вот посеял я часть зерна. Этот урожай нужен мне, чтобы отдать свой долг». Зачерпнул вторую горсть и кинул в пашню. «Вот я посеял еще часть зерна. Этот урожай нужен мне, чтобы дать его в долг». Зачерпнул третью горсть и кинул в пашню. «Вот я посеял еще часть зерна. Этот урожай нужен мне, чтобы кормить моих дорогих гостей». Задумался юноша. Что же это все значит? Крестьянин продолжил свою работу, а юноша пошел было своим путем, но вскоре вернулся. «Здравствуй, сынок!» — улыбнулся крестьянин. «Ну что, нашел ты ответы?» «Дяденька, есть ли у тебя отец с матерью?» — спросил юноша. «Есть», — отвечает крестьянин. «Они ведь ухаживали за тобой, когда ты был маленьким, растили тебя?» «Растили». «Вот, значит, первая часть урожая будет для них». «Правильно, сынок. Так я отдаю им свой долг». «Есть ли у тебя сыновья?» — снова спрашивает юноша. «Есть», — отвечает крестьянин. «Значит, вторая часть урожая для них. Ведь теперь ты заботишься о своих сыновьях, растишь их, кормишь и поешь. Это и значит дать в долг». «И здесь ты прав», — согласился крестьянин. «Есть ли у тебя дочери?» — снова спрашивает юноша. «Есть», — отвечает крестьянин. «Значит, третья часть урожая для них. Ведь дочери словно дорогие гости. Они вырастут, выйдут замуж и покинут твой дом». Похвалил юношу крестьянин и говорит: «Молодец, сынок. Ты очень умен и обязательно найдешь себе хорошую работу».